Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и мы делаем расклад еженедельный. Его мысли, чувства, действия, планы на вас на следующую недельку с 6 по 12 апреля. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Напоминаю, что новинки все в инфоблоке. Мои контакты тоже в инфоблоке, кому нужно и интересно. Вам нужно сосредоточиться, подумать о своем мужчине и интуитивно выбрать свой вариант, первый, второй или третий. И переходите по тайм-коду, если выбрали, а я перехожу к единичкам. Ну что, единички, смотрим вас и его мысли, чувства, действия, планы на вас на следующую недельку. Мысли. Здесь мужчина полон фантазий, у вас полон влечения, желания к вам. Тут смотрите, 2 карты, какие прекрасные. Карта змея и карта лилии рядом. Еще и дальше идет у нас карта медведь. То есть здесь у него включатся в мыслях, как говорится, греховные мысли по отношению к вам. И прям я так думаю, что на протяжении всей недельки он будет думать, фантазировать именно в интимном плане, о близости с вами. И также, конечно же, он вас видит прекрасной, стройной, красивой, привлекательной, умной, мудрой, такой достаточно благородной, сильной, амбициозной дамой. Дамой с острым умом, дамой довольно-таки гибкой, дамой, которая знает и уверена в себе, знает, чего она хочет. Дамой такой очень востребованной, популярной у мужчин. То есть на вас всегда обращают внимание, вы мимо, если, например, проходите мимо мужчин, мимо нашего сильного пола, то без внимания вы не остаетесь. Тут комплименты, тут какие-то слова в вашу сторону, подчеркивающие вашу привлекательность и магнетизм. И знаете еще, что может быть? Что в мыслях у него понимание, что вот зацепили вы. Зацепили прям вот не на шутку. И также еще тут, знаете, что может быть? Вот ощущение, что вот некой такой стервозности у него в мыслях о вас. То есть вы такая остренькая на язычок, не смолчите, не промолчите, всегда дадите отпор, да еще как дадите отпор, где-то даже можете красиво дать отпор, а где-то можете прям вот прямо высказать все, что вы думаете, и задать направление движения. Его чувства. А вот здесь что-то пошло не так. Во-первых, мужчина в таком состоянии непонятном, какие-то у него качели непонятные, метается он туда-сюда, пытается понять, что же происходит у него в чувствах, что вообще с ним происходит, почему вот как-то неспокойно на сердце, да, есть какие-то сомнения, есть какие-то непонятные чувства, есть какие-то барьеры. В общем, внутри у него на сердце, в душе, да, какой-то раздрайв. Нет покоя, шатается, метается, но не может до конца понять, что же с ним происходит. Смотрите, но это вот может быть начало недельки прям у него таким достаточно нестабильным выдаться. Но середина и конец недельки мужчина более или менее уже придет в себя, но опять же не до конца. Да, он там что-то начнет понимать, что-то начнет уже у него проясниваться, но все равно к концу недельки он так до конца и не поймет, что же все-таки у него происходит, что же он чувствует, чего же он все-таки хочет. Здесь, знаете, такая какая-то внутренняя тоска
И понимание, что ну вот до вас он пока не может дотянуться. Может быть, поэтому такие прям огненные горячие фантазии у него и мысли о вас. Потому что нет возможности дотянуться, потому что нет возможности реализовать то, о чем он мечтает, то, о чем он думает. Вот такое вот расстояние между вами и барьеры, причем достаточно такие большие. Также смотрите, для тех, кто, например, на расстоянии проживает в разных городах, в разных областях или даже в разных странах, то тут, конечно, тоска. Мужчина скучает, мужчина тоскует, понимает, что пока не может он быть с вами вместе, быть с вами рядом, но еще и учитывая, да, сегодняшнюю обстановку мировую, то и понятно, изоляция дает о себе знать. И вполне возможно, что и отпечаток, она достаточно большой, эта самоизоляция наложила и на ваши отношения. Его действия, опять же, никаких активных действий здесь я не вижу. Тут больше, знаете, такое внутреннее, что он будет изучать, что-то он будет планировать. И такое бездействие. Я не вижу тут вообще каких-то активных действий. Опять же, скорее всего, потому что изоляция. Нет у него сейчас возможности именно проявить к вам некую активность физическую. Но тут, конечно же, сомнения. У него сразу на него, как говорится, нападают, не дают ему спокойно жить, не дают ему покоя ни на душе, ни на сердце вообще. Тут такая, конечно, нестабильность, она присутствует. И в то же время, знаете, есть такая уверенность в том, что все равно все это пройдет, тучки развеются, и можно будет как-то действовать, можно будет уже проявлять себя более активно. Скорее всего, здесь по книге может быть переписка, может быть общение в неких соцсетях или, опять же, с помощью электронной почты и так далее и тому подобное. Также еще на этой недельке из-за вот этих своих шатаний и метаний, своих сомнений, да, неуверенности, он может просто-напросто закрыться и сидеть у себя где-то в своей пещерке, да, и не давать о себе знать вообще, в принципе, никак. Просто будет сидеть и страдать, упиваться, как говорится, своими сомнениями и своими фантазиями. Планы. В планах, конечно же, отношения развивать. Отношения легкие, отношения такие приятные, радостные, манящие. И хочется перемен, хочется отношения усугубить, углубить. И если, например, я была права, у вас расстояние между вами есть именно в километрах, то тут, конечно, в планах увидеться, встретиться, именно приехать, прилететь к вам, чтобы встреча была именно с глазу на глаз, тет-а-тет. И, конечно, как-то больше друг друга узнать, друг в друга больше углубиться, знаете, чтобы понимать, что за человек, чего он стоит и так далее. Сигнификатор мужчины на этой недельке — карта Солнца. Ну, вообще он активный такой, и вот Солнце сразу отбрасывает нас к его мыслям. Вот тут, конечно, внутри это гормоны бушуют, внутри огонек, который не дает ему покоя, который его даже может внутри сжигать. Быстрее, быстрее хочется ему перемен, быстрее, быстрее хочется изменений, но, судя по всему, судя по его действиям и переживаниям на сердце, тут таких перемен я не вижу. Тут, знаете, больше такая накрутка, может быть, и какие-то такие более нервные, агрессивные нотки, потому что он не может получить того, что он хочет. А хочет он многого. Прям вот пылает, прям пожар у него в том самом месте. И сигнификатор отношений — карта Всадник. Ну, вот тут переписки, вот тут какие-то новости, вот тут какие-то сплетни, вот тут какие-то обсуждения могут быть. Да, какое-то движение, развитие в отношениях будут, но, скорее всего, это посредством именно общения в соцсетях, каких-то новостей друг другу, также посредством каких-то, не знаю, разговоров, переговоров. Да, конечно, можно кто-то где-то куда-то приехать, но это все-таки вряд ли, потому что это сигнификатор отношений, тут движение, именно развитие отношений именно в плане общения. Но если спросить, опять же, да, смотреть на его действия, то тут карты
совсем не резонируют друг с другом, они друг с другом, как говорится, в ссоре. Потому что хочется одного, на самом деле получаешь другое и пытаешься получить тот минимум, который можешь выжать из той ситуации, в которой находишься. Вот как-то так получается у единичек. Если вы, например, отношения давнишние, не проживаете вместе, то в мыслях вот то, о чем я говорила, да, огонек. Но в действиях и на сердце, опять же, мужчина чувствует какие-то преграды, какие-то барьеры и какие-то опасения, какие-то страхи его обуревают. И некая такая неуверенность, конечно, тоже есть. В действиях все равно, даже если вместе проживаете, это изоляция, закройтесь друг от друга. Тут барьеры, тут недопонимание, тут такая туманность в отношениях. Вроде бы вместе, а вроде бы и нет. Такое одиночество вдвоем. Ну, а в планах, как я уже сказала, это отношения все-таки развивать. Хочется перемен в отношениях и улучшить именно жизнь и отношения в материальном плане. Какие-то блага свои для вашей семьи, для вашей пары увеличить и улучшить. Вот такой вариант для единичек на следующую недельку, дорогие мои. Я вам желаю здоровья, терпения, благополучия, удачи, счастья. Берегите, любите, балуйте, цените и заботьтесь о себе и своих близких. Я с вами прощаюсь и перехожу к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас. Его мысли, чувства, действия, планы на вас на будущую недельку. Мысли. Вот здесь первое. Здесь ощущение, что вы от него немного как-то отгородились, знаете, показали ему границы, свою зону комфорта и его не пускаете. А он хотел бы быть ближе, он хотел бы вас узнать, он хотел бы вас изучить, раскусить, в общем-то, поближе с вами общаться. И прям он этого прям хочет прям очень сильно. Также видит вас личностью динамичной, личностью активной, личностью целеустремленной, личностью, которая знает точно, чего она хочет и движется в том направлении всеми своими усилиями, знаниями, ресурсами и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. Второе, также, конечно, динамика, активность, как я уже и сказала, да, но тут может быть немного как бы чуть-чуть по-другому. Видит вас такой достаточно личностью, с одной стороны, конечно же, закрытой, а с другой стороны, это вы личность такая теплая, вы личность такая домашняя, где-то даже нежная, уютная, с вами легко, с вами удобно, с вами комфортно, вы очень начитаны, вы очень умны, вы очень грациозны, вы очень, как я уже сказала, да, активны, и у вас есть загадка, которую хочется разгадывать, которую хочется постигать, которую хочется изучать. В общем, вы его, конечно, притягиваете и приманиваете вот этим своим отгораживанием, что ли, и вашими границами, что вы выставили, да, и не подпускаете его к себе ближе, или настолько близко, насколько он бы себе хотел. Его чувства к вам, ну, во-первых, здесь такая некая стабильность. Он уже понимает и осознает, что вы запали ему в сердце, запали ему в душу. Тут привязанность, тут человек вам доверяет, человек, я бы сказала, знаете, вот подружился где-то с вами, да, видит у вас партнера, видит у вас друга, соратника, тот, который всегда подстрахует, тот, который всегда поможет, тот, который может даже еще и защитить, либо наоборот наставить его на путь истины, то есть обгавкать, да, показать, где он не прав, где он прав. Также вы для него как некая возможность, некий такой ресурс, который поможет ему как-то исправить его жизнь или внести в его жизнь какие-то изменения, перемены со знаком плюс. Вы как такое некое для него открытие, которое дает ему возможность, опять же, да, жизнь свою поменять.
Тут к вам, конечно же, привязанность, тут к вам доверие, и кто-то из вас все-таки более активный в отношениях, а кто-то более такой пассивный, кто-то более доминантный, кто-то более такой поддающийся. Вот именно власти партнера, да. В общем-то, ведущий и ведомый в ваших отношениях кто-то выступает кем-то. Какие у кого роли, каждый примеряйте на себя. Это все-таки гадание онлайн. Также его действия. Вот здесь вот смотрите, если, например, была какая-то ссора, конфликт, то тут мужчина на этой недельке все осознает и сменит тактику, будет показывать вам свою признательность, свою привязанность, свое желание с вами общаться, будет с вами открыт, будет к вам расположен достаточно благородно, достаточно активно. Тут комплименты, подарки, бонусы, букеты, вот все что угодно, чтобы именно вас к себе расположить, чтобы заслужить ваше доверие, заслужить вашу любовь и дружбу, привязанность, в общем, и так далее и тому подобное. Человек будет игрив, человек будет такой легкий, воздушный, тут флирт, внимание по отношению к вам. И желание, знаете, если, например, никакого конфликта не было, то тут в действиях у него он прям будет вам показывать, неожиданно для вас, даже это может случиться, что он хотел бы отношения усугубить, отношения перевести в ранг более серьезных, отношения, в которых он всеми своими действиями будет показывать, что хочет с вами общения более глубокого, более углубленного, более доверительного, более свободного, чем, например, было до вот этого самого гроба, который мы видим в его действиях. То есть он всячески вам будет показывать, что вы ему нужны, что отношения с вами, общение с вами ему интересно и важно. Если отношения давнишние, как я уже сказала, да, то тут просто какие-то некие резкие перемены в его поведении по отношению к вам. И все вот эти комплименты, флирт, доверие, как я уже и говорила, тоже к вам относятся. Далее, его планы по отношению к вам, на отношения с вами. Ну, тут, конечно же, отношения продолжать. И может быть, это совместная поездка, может быть, это какая-то встреча, какое-то свидание, какой-то выход в свет. Но это только всего лишь, опять же, планы, которые пока на данный момент, на этой недельке не суждено, видимо, осуществиться. Почему? Потому что все его желания, планы такие достаточно благородные, да, социально активные, подгрызают у нас тут мышки, то есть не дают ему возможности осуществить то, что он хочет, что он задумал, то, что он желает. И он всеми силами будет направлен будет на то, чтобы преодолеть эти самые преграды, эти самые барьеры, которые мешают ему реализовать его желания. А желание, опять же, как я и сказала, да, общаться, строить отношения, узнавать вас поближе, быть к вам ближе и так далее и тому подобное. Вот он нацелен будет на то, чтобы все барьеры, все препоны убрать, преодолеть, уйти от них. Так, сигнификатор мужчины, карта дерева. Ну, такая личность будет размеренная, личность будет настаивать на своем, личность будет показывать свой к вам интерес. Личность очень такая Господи, совсем уже запуталась в словах, хотела сказать размеренная, но уже, по-моему, говорила. Личность, которая не нытьем, так катанием будет добиваться своего. Личность, которая нацелена именно на развитие, на результат. Даже если это будет не быстро, то в любом случае он будет всячески вам показывать свою заинтересованность и желание расти, развивать, получать в результате какие-то плоды от ваших отношений. То есть вот личность, которая не любит стагнации, она в какой бы ситуации ни находились отношения, либо он сам все равно будет пытаться как-то развиваться, куда-то расти, даже если это будет медленный процесс.
То есть он именно за развитие, за движение, за рост. И сигнификатор ваших отношений. Здесь, конечно же, перемены. Перемены произойдут на этой недельке, ну, в сторону получения каких-то результатов. То есть, если раньше вы пытались вдвоем строить отношения, да, их развивать, то вы получите какой-то результат со знаком плюс. Если, например, наоборот, ничего не делали, сложили лапки, дали ситуации плыть по течению, да, не разбирались в своих каких-то кризисах, то, конечно, получите вы результат со знаком минус. То есть, что заработали, то и получите. Но перемены здесь однозначно по развилке они есть. Вот такой у нас расклад для двоечек, дорогие мои. Я вам желаю здоровья. Самое главное в данной сложившейся обстановке мировой. Берегите, любите, балуйте, цените себя и своих близких. И желаю вам благополучия, счастья, процветания, гармонии, терпения, любви и заботы, внимания, ласки и так далее и тому подобное. Всего самого наилучшего. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я к троечкам перехожу. Ну что, троечки, смотрим вас и его мысли, чувства, действия, планы на вас на будущую недельку. Его мысли. Ну вот начало недельки какая-то туманность, непонятность у него, но какая-то тучность в мыслях, видимо, знаете, такая может быть некая подавленность вообще в голове, и ничего не хочется, и, в общем, туманность. А вот дальше, середина недели, уже здесь мысли о вас такие достаточно яркие. Видит вас он ярко, привлекательной дамой, которая освещает собой своей энергией, своей энергетикой его жизнь, его путь. Дама, которая может одним своим появлением, знаете, привлечь в его жизнь именно какую-то удачу, какой-то позитив, какое-то счастье. В общем, вы такой лучик света, который освещает его путь, его дорогу. Но это уже ближе к середине недели. И конец недельки опять какие-то сомнения, какие-то метания, какие-то терзания у него. Либо здесь просто мысли о именно встрече с вами, о каком-то свидании за столом. Вот так еще мышки у меня проигрывались. Но вот в общем и целом, если смотреть на триаду, то я бы сказала, что в общем и целом мысли позитивные, но и есть какая-то червоточинка, есть какие-то для него непонятные и непонятные с вашей стороны, видимо, либо действия, либо какие-то трансляции с вашей стороны. В общем, что-то его гложет, что-то его не устраивает, но это какие-то мелочи, которые просто, знаете, привносят в ваши отношения и в его взгляд на вас какие-то неприятности мелкие такие. Где-то неожиданные мелкие неприятности могут быть, но они рассеиваются, потому что вы умеете рассеять его сомнения. Дальше чувства. Ну, в чувствах тут такая. Сначала, конечно, некая стабильность, потом появляется стабильное непонимание, такие непонятные качели. С одной стороны, вы его и притягиваете, вы его интересуете, вы его влечете к себе, да, вы для него такая некая загадка, которая ему нравится, которая его привлекает и которая просто, знаете, его, не может он без вас. И в то же время вы ему непонятны. Он не может вас понять, не может раскусить, потому что, с одной стороны, вы от него закрыты, вы как-то от него отгорожены, вы для него загадка, вот как я и сказала, да, которую он разгадать не может. А с другой стороны, ему с вами очень интересно, ему с вами очень прикольно, ему с вами кайфово. И здесь желание проводить с вами время, тут такое прекрасное, чудесное, приятное времяпрепровождение с вами у него на сердце, оно есть. Тут о каких-либо чувствах прям так больших нет, не могу ничего сказать. Просто тут стабильное понимание, что и осознание, что вы его привлекаете, вы к себе влечете, вы
для него такой человечек, который ему прям вот важен. И та загадка, знаете, которая всегда остается загадкой, и эта загадочность, она еще больше притягивает, она заставляет его постоянно думать о вас, заставляет его постоянно там какие-то что-то фантазировать, вас с кем-то сравнивать. И вы для него, опять же, такой же лучик. Тут свет, смотрите, который обжигает, да, у него в мыслях, а на сердце свет, который заставляет его, вот его сердечко биться в груди, он его начинает чувствовать. В общем, вы его будоражите, вы его покой нарушаете вот своим вот появлениями, вообще тем, что вы есть в его жизни. В общем, такой магнит, который не дает ему покоя, постоянно он чувствует вот это самое притяжение, постоянно, на постоянной основе. И ему это нравится, его, конечно же, к вам влечет, конечно, манит. Действия. Вот здесь с его стороны можно будет ожидать некого предложения или некого подарка, может быть, какого-то бонуса, может быть, он к вам что-то предложит, но в дальнейшем куда-то съездить, увидеться, встретиться, посмотреть, узнать какие-то новые места, но все равно он будет четко показывать вам свои границы, четко вам как бы очерчивать то расстояние, на которое вы можете к нему подобраться, либо он будет чувствовать тоже от вас некую отгороженность. Вы будете четко ему еще и говорить, куда ему можно иметь доступ, а куда нет. И в любом случае тут все его действия будут направлены на развитие, на движение, на какое-то совместное партнерство, чтобы друг друга узнавать, чтобы друг друга постигать, чтобы начать друг друга понимать. Тут такой с его стороны такой хитрый прагматизм. Знаете, общение с ним очень приятное, очень такое занятное, очень интересное может быть на этой недельке. Почему? Потому что он будет активно что-то может с вами обсуждать, может как-то какой-то опрос вам устроить, что вам нравится, что вам не нравится. В общем, такой пытливый ум, я бы сказала, у мужчины на будущей недельки, его планы. Тут, конечно, строить с вами отношения, тут свидание, тут встреча. Если совместно живете, то, конечно же, это совместное проживание. Тут вполне еще может быть посещение какого-то интересного очень места. Либо это может быть какая-то поездка куда-то, опять же, да. Ну вот прям такое очень занятное. Может быть, знаете, то место, куда вы давно хотели съездить, что-то посетить, что-то узнать, что-то посмотреть. Вот такой еще может быть в планах у него. Но опять же, это только планы. И отношения развивать уже в русло каких-то более углубленных, более теплых, более таких домашних, более каких-то более открытых, что ли, отношений именно внутри вас, внутри вашей пары, внутри вашего партнерства, когда уже люди друг другу потихонечку доверяют, люди друг другу могут доверить какие-то свои страхи, опасения и так далее. Это если совместно не проживаете и отношения недавние. Но если отношения уже довольно-таки давнишние, да, и стабильные, то здесь, конечно, просто строить отношения в том же русле, в котором они и строились до этого. Тут совместные походы, совместные вылазки, какие-то свидания, посещение, опять же, каких-то мест социальных, но это все у нас планы. Сигнификатор мужчины, карта сердца. Ну вот он будет вам, конечно же, показывать свою любовь, свое расположение через какие-то, как я уже сказала, да, предложения, какие-то свои планы. И он всячески
будет чувствовать, понимать, осознавать, опять же, да, что вы его влечете, что вы ему интересны, что вот это уже чувство, которое он к вам испытывает, оно уже достаточно окрепло и оно достаточно стабильно. То есть это не какое-то там поверхностное увлечение или просто общение на раз или два. Нет, тут уже более углубленное общение, желание с вами продолжать развивать ваше партнерство, будем так говорить. Но мужчина такой любвеобильный, мужчина очень эмоциональный, мужчина очень горячий, мужчина, может быть, даже романтик, будет вам что-то предлагать, какие-то встречи, свидания именно в романтическом таком, очень красивом ключе. И сигнификаторы ваших отношений, карта якорь, то есть они усугубятся, они заякорятся, они укоренятся, они станут более такими стабильными, они станут более доверчивыми, они такое отношения, в которых уже появляется некий фундамент, на котором можно уже дальше что-то строить, планировать, развивать, расти и получать уже какие-то такие некие плоды. И над отношениями, конечно же, вы будете вдвоем работать, их развивать совместно. Тут совместная работа на результат, причем на хороший результат со знаком плюс для вас обоих. Вот такой расклад для троечек, дорогие мои. Я вам желаю всего самого наилучшего. Самое главное, конечно, здоровья, терпения, гармонии, благополучия, любви, процветания. Любите, берегите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И, пожалуйста, как обычно, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.